Друзья, всем доброго утра. 22 апреля. Рано-рано утром сегодня проснулся, где-то 4 еще не было. Сборы пока туда-сюда. Приехал вот в родную деревню. Время пока собирался, пока нагружал. Время уже 10 час. И вот у нас в принципе все готово. Вот моя Нивушка. Оставил ее здесь на дороге. И как мы видим, тепло сделало свое дело. Дорога у нас растаяла. То есть по дороге уже проехать никак. В принципе, по этой траве я уже и приехал в прошлый раз. Но сегодня ночью был заморозок. Где-то минус 6, наверное. Да, минус 6 было. В принципе, вот нас держит. Так что сегодня попробуем объехать. Вот тут крутой подъем. Градусов, не знаю, наверное, 55, может больше даже. Ну, крутой. Попробуем подняться здесь. Если получится. Если нет, будем что-то думать. В общем, сейчас будем пробовать. Загружено опять до предела. Завозим вещи на весновку. Вот теплый пол, палатка, пропитание, продовольствие тут, снасти, мордасти. Палатка Алтай, двухместная аппаратура, в ведре тоже тут, короче, много-много чего. Еще палатки мелкие, печка, ледобур, жерлица на всякий случай взял, пила, раскладушка. В общем, много-много всего, что может понадобиться на весновке. Воспользуюсь моментом, пока наст, завезем все это к месту нашей весновки. Взял лопаты, так что сегодня в планах расчистить участок под палатку. Будет время, может быть, даже поставлю саму палатку, но это можно потом. Ну и, конечно же, переночуем, едем с ночевкой. Ну, конечно же, обязательно порыбачим. Попробуем, если получится, выйти на лед Печоры. На Печоре лед еще стоит, но вода прибывала за береги. Возможно, на лед можем не попасть. Если не попадем на лед Печоры, то обязательно попадем на лед озера. Озера еще у нас стоят, так что будем рыбачить на озере. Ну, что загадывать. Что получится, то получится. Все это мы, конечно же, увидим. 22 апреля, 10 час утра. Погнали. Впереди у нас короткое путешествие с одной ночевкой, потому что послезавтра Пасха, а это семейный праздник, я должен быть дома. Погнали. Ну что, будем пробовать. Давай, ураганушка. Так, пока все едет. Ну, очень круто, я не знаю, если бы с самого раннего утра, конечно, можно было, лишь бы не шлифануло, иначе будет не очень хорошо. Так, блин, ну что думать, пробуем. Да, мы это сделали. Это уже хорошо. Круто, вообще вертикально поднялись. Это уже хорошо. Не знаю, ну обратно должны подняться, если снег останется. Так, ну и теперь главное выехать до полей. Это наша библиотека. Да. Красавчик. Ураганчик. Молодца.
Привет, Татьяна Евгеньевна! Gortiş vörtlisni de olmasan buna vır oldu. Есть, мы тоже проехали. Ну и останется короткий пересек. Так. Ну чё гадать, здесь и прямо поедем. Немножко придется по земле проехать, и все равно. Ну вот, в принципе, и все. Что и требовалось заказать. Теперь здесь у нас по полям мы проедем. Ну а там в конце деревни еще будет одна грязная дорога, мы ее переедем. Дальше будет снег. Все, погнали. Кто-то звонит еще. Да, Серега? Здорово! Выехал с Попчи. Так, ну вот еще один короткий перешеечек грязной дороги. Тут нарыли все. Ну что теперь, не переносить же на руках это все дело. Ну, тяжко по земле-то корыто точить. Ну вот, в принципе, и все. Все, до свидания. До свидания, деревня. Да здравствует свобода. Да здравствует рыбалка. Да здравствует весновка. Поехали, погнали, друзья. Ура! Друзья, мой автопоезд благополучно продвигается. Все на месте. И вот, друзья, у нас состояние Печоры на 22 апреля. Как мы видим, вот здесь вытекает ручей. И от ручья вот весь берег уже промыло. Если Печора еще стоит, то на лед уже никак выйти. Если только на лодке. А лодки пока у меня нет. Лодку я не взял. Но в планах у меня было там. Сейчас проедем дальше, еще посмотрим. Вот уткам уже раздолье садится. Вот в детстве, ну как в детстве, когда в школе учился, подростками сюда приходили, вот этих кустов не было, садились прямо вот здесь вот, делали шалашики и караулили по утрянке вечером. Сюда утки шлеп-шлеп, мы их шлеп-шлеп. Было время, это мечта была, быстренько отучиться неделю и на выходные, субботу, воскресенье пешком топали от деревни сюда. Яркие впечатления, яркие воспоминания, приятные. Классно было. Ну ничего, скоро у нас охота откроется. Будет и шлеп-шлеп, и все такое. Погнали дальше. Нас пока держит, но солнышко начинает пригревать и уже по краям вот начало уже таять. Я так думаю, через недельку здесь на лугах снега уже не будет. Ладно, посмотрим, и что там можно не доехать. И пойдем глянем, как здесь дела у нас с Печорой. Нас, как мы видим, пока еще в тени держит.
Тем более по буранке. Кто-то на буране сюда заезжал. Немного топтанул. Здесь мы начинали зимнюю рыбалку с Иваном Григорьевичем. Вот недавно кто-то еще здесь ездил. А здесь вот все открыто. Но от того ручья весь берег открытый получается. И промывает. Ручей теплый получается. И все промывает. Вон, как мы видим, вода прибывает. Лед подняло. Если кто-то еще здесь проезжал недавно, я здесь точно проезжать не буду. А там рискнуть можно еще попробовать. Ну что, друзья, с одной переправой по ходу облом. Вот утренний ледок. О, еще немного держит. Но вон, берега все уже промыты. Берега промыты. И вот я сейчас вот сразу пробил с одного раза. Вон. Здесь-то я еще проеду, скажем, туда. А обратно я могу уже не проехать. Но я проеду только вот до этого места. Вот. Здесь я уже провалюсь конкретно. Вон. О. Ржавчина. Тут у меня уже ураган не выдержит и бульк и провалится. Так что не будем рисковать. Разворачиваемся, едем обратно. Не всегда риск благородное дело. И есть еще один вариант. Ну как вариант, вот здесь еще выехать на лед и проскочить по протоке, но это тоже не лучший вариант, так что не будем рисковать. Разворачиваемся, выезжаем. В прошлый раз я тоже, когда вез доски, сюда приехал, но тогда не было наста, и я не стал рисковать с досками. И то там одна ямка была, получше была. Развернулся и выехал по дороге. Сейчас сделаем то же самое. Вот я здесь крутился, сейчас крутанусь тоже и поедем обратно. Попробуем объехать. Получится, завезем весь хлам на остров. Не получится, довезем хотя бы туда, где жили прошлый год на Весновке. Были немножко другие планы, поменять дислокацию, чтобы удобнее было. Ну, посмотрим. Поехали. Что, друзья, прибыли вот еще на одно место. Знакомое место. Прошлый год мы здесь перекидывали доски со льда сюда. Переплавлялись уже на лодке. Лед еще пока стоит. Сейчас будем посмотреть, как можно будет перебраться на этот лед. Желательно, чтобы переехать как-то на буксировщике. Если получится, хорошо. Тогда о рыбалке сегодня придется немножко забыть. Быстренько надо будет перевести вещи. Потом съездить, загрузить доски и привезти доски. Если нет, то получается все барахло выгружаем возле досок, и Весновка будет там же, где проходила прошлый год. Так, что мы видим? Что мы видим? Так, в принципе, мы видим не очень-то хорошую картину. Вот, тут-то у нас есть, а вот здесь вода прибыла из-за береги. Это очень нехорошо. И такая вот фигня получается везде. Вон, сюда мы лезть не будем. Пешком я еще пройду. А на урагане никак. Тем более сейчас днем подтает, я вообще останусь. Попробую еще там вот по гривке спуститься. Вон лебеди. 3 лебедя.
летят на север. Почему только 3? Мало что-то. Обычно большими косяками летят. Это, видать, первые. Уток я в этом году видел первых где-то уже недели 3 назад. Возвращались с рыбалки. Но там река открытая всю зиму. Может быть, там местные. Но вот это точно перелетные лебеди уже. Так, тем временем мы все пытаемся где-то найти переправу, но везде вот вода прибыла, вот оставил урагана там, и везде вода, и снег уже тает под солнцем, вот тает, нас немножко еще держит, но снег уже все, сверху сантиметров 2 подтаял. Так, если все надо делать быстро, если не успеть, ой, надо было все, опа, все уже вот не держит. Так, и что-то мне подсказывает, что нечего сюда дергаться уже. Не. Все, друзья, конец фильма. Вон там промыто. Я туда лучше соваться не буду. А нам проехать надо вот через... Прошлый год здесь размыло в течение дня. В общем, все. Рисковать не будем. Оно того не стоит. Тут единственный вариант как-то выскочить на лед Печоры. И как-то... Да никак. В общем, все, друзья. Оставляю вещи возле досок. Сделаем базу поначалу там, где прошлый год. А когда лед уйдет, будем ездить на лодках. Если что, перевезем, перетащим. Что теперь? Доски, конечно, будет сложнее перетаскивать. В общем, что загадывать? Прошлый год жили там, и в этом году поживем. Ну, не получилось переехать там на остров, но ничего страшного. Ну вот мы опять приехали в избушечку. Будем сейчас выгружаться. Ничего не получилось у нас. Здравствуй, избушечка. Я опять здесь. И сегодняшнюю ночь мы проведем здесь. На Печору не стал рисковать выставляться. В общем, сейчас выгружаемся. И прямым ходом едем на озеро. Попробуем опять же половить окуня. Выставим жерлицы, может щучка поклюет. Планы меняются на раз-два. Встретил Леху с Димой, с сыном. Они съездили на раскаленное озеро. Немножко поклевало, говорит. Ехали домой. Но я их взбаламутил. В общем, поедем на Царское озеро. Вон они едут. Сейчас выгружаемся все это, весь хлам. Берем одно корыто, берем самое необходимое, возьмем перекусить. И едем на Царское озеро. Ну, здравствуй, озеро! Ненадолго попрощались, и мы нежданно-негаданно опять здесь. И сегодня мы с дружной компанией. Димон, поздоровайся. Больше года Диму не видели на канале, а он и батя Димкин. На танке. На танке. Вот и опять мы на озере. И как мы видим, здесь можно кататься на коньках. Озеро застыло, а Печора нет. Печора уже ушла, ты что? А, видишь, с одной стороны, как хорошо легкие буксировщики. Форза, да? Ну, также вон 2 человека спокойно катаются, ездят. Это мыс. А, заплатка? Ну, в общем, приступаем к рыбалке. Шапошнейший, да? А, Дима уже обрыбился, вон. Окуняру поймал здорового. На блесну, да, Дим? Да. Так что я хотел пройти туда к лунке, но провалился. В общем, туда лучше
ходить не будем, потому что лед я сейчас пробурил. Он далеко не тот, который был. В общем, если раньше он был такой, сейчас только сверху корка, а ниже нету, да, Дим? Так что, не знаю, кидать жерлицы, не кидать. До завтра ты еще жерлицы спойдешь и бутлинда. Посмотрим. Сейчас достанем блесну и тоже попробуем. Так, ну что, попробуем и мы. Все на ту же блесну. Дима штуки 4 уже вытащил. Раз. Два. Три. 4. 5. Так, одна дуже шедлянин вали. 6, 7. О, вот на 8-й раз, короче, дернула. Ну. Есть. Первый пошел. Главное, клюет. Попробуем все-таки выставить жерлицы до завтра, наверное. Сейчас мелочно ловлю и закинем. Может быть, щука активировалась. Опа, уже шедоманен. Как-то вот так. Так, ну что, за неделю ничего не изменилось. Окунь клюет. Окуня здесь километр. Оп. Все, Леха обрыбился. Меча горячись, да? Сяд, поводок анабу. Ужит блеснаткая, осканка удивит. Бляканкос, будь ми окушись, да? Может, так как говоришь, коли. Так, новая лунка. Новая лунка веснata сиджеше, да? Неделя. Опа. Коды мына, кажется, уже джикана. Вот, такие хотя бы были, да, вот такие? А, тут такие же задумки почти. Ну, не, чуть-чуть жижик. Они юмоло, считай, сладкие. Да, как караси. Как караси. Такие же, вон. Я только что. Ну, тоже хорошая, красивая, да? Сейчас пушка отбиваю, наверное. Блин, как так-то?
уже висит. Так, ну что, дискотека продолжается. Мы на шоропетен. А це на майдук дешет не те. Ну, у меня тут штук 30-то, наверное, уже точно есть, блин. С 2 лунок. Ну, да, сейчас отберу их поменьше, которые. Вот таких вот нажерличных еще поймаю штук 5. И начну выставляться. Сегодня-то не будет, наверное, если только вечером не возьмет. А завтра утром может взять. Почему-то дохнут на жерлицах тут живцы. Вот, друзья, дошел почти до конца озера. Пробурил десяток, наверное, новых лунок. Вон. Леха с Диманом там где-то посередине, их отсюда даже, наверное, не видать. В общем, выставил десяток жерлиц и набурил лунок. Сейчас, пока выставлял, сработок не было, да и днем навряд ли. Надежда есть на вечер. Сейчас пока перекусим, попьем час чайковского. И потом вот эти новые луночки попробую здесь поблеснить. Может быть, что-нибудь да ударит. То ли окушки, может быть, щучка. Посмотрим. Употел, погода жаркая. Верхний слой льда пока еще держит. Но снизу бурился одна каша. Сверху вот что подмерзло и все. Остальное одна каша. Погодка просто супер. Красотень. Подошел к буксировщике, думал попить чайковского. Леха орет. Сработало, говорит. Сейчас съездим, посмотрим, что у нас там. Поедем. Пешком ходить не будем, поедем на буксе. Потому что верхний слой пока еще держит. Так, живцы взяли. Ледобур есть. Сейчас. Так, вот он, мой загар. И сейчас мы будем посмотреть, что у нас. А у нас, походу, ни хрена не распутывает. Ну, что-то есть. Пока что-то есть. Щучка! Маленькая, правда. Пойдет на малосолочку. Окуня проглотила. Значит, чук. Значит, на блесну может и хапнуть тоже. Так, что у нас с тобой? Вот такая вот небольшая щучка. Но отпускать ничего не будем. Потому что на малосолочку это вот раз, два, три. Самое то, самая вкусняшка. О, Янцкаден. Одну щучку мы поймали. Надо немножко передохнуть. Свежая пробуренная луночка. Сейчас мы посмотрим. Есть что-нибудь? Нет? Нет, что-то есть.
сошел. Красота. Главное, чтобы верхний слой льда не растаял. Был удар. Потому что если растает верхний слой... Да? Средний. Пока нет. Был удар. Аппетит у окуня есть уже вторую неделю. Вот. Не знаю, как щука себя покажет. Если был бы аппетит такой же у щуки, как у окуня, это было бы здорово. Кто-то здесь после нас уже рыбачил. Появились новые лунки. Да и след от снегохода был. Кто-то уже подъезжал, пока я дома отдыхал. Как бодренько. Все хорошо. Был бы еще размер чуть покрупнее. Но ничего. Мы сейчас в прошлый раз вон подсолили. И как семечки. Щелкаем, они сладковатые такие. Вообще прикольно. Пойдет. Можно и подкоптить, коптильню запустить. Там видно будет. А щука, вот то, что в прошлый раз поймали, практически вся уже закончилась. Головы, хвосты на зажарку, уху варили. Серединку ромки отправляли. Малосолочку. Ну и сами каждый день, конечно. Вечерком. Вкусняшечка еще та. Ну. Что-то здесь не густо вроде бы поклевки были, но не очень. Так что сейчас пройдусь, пробурил между жерлицами еще лунки, пройдусь до конца. Может быть, на щучку напарюсь. Было бы неплохо на блесную щуку поймать. Так, ладно, не хотят, как хотят. Пошли дальше. Так, ну что, продолжаем доить. Одного за одним. Он уже у нас... Это после того, как я жерлицы поставил, уже надергал. Буквально с 2 лунок. Опа, 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 опа. Вот это что-то было. Это что-то было. Это что-то было. Вот такие вот чернявенькие окушочки Царского озера. Жерлицы пока молчат, но щучка обнадежила. Может быть, к вечеру что-нибудь... Опа, 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 опа. Как-то вот так. Просто рыбалка для души. Пусть мелкая, ну и что? Главное клюет, главное тепло, главное весна. Главное, получаешь удовольствие. Остальное все ерунда. Кстати, вот эта луночка, ни одного жерличного, все такие вот
более-менее. Сковороднички. Как на стандарт. Красотень. Не знаю, долго ли еще получится порыбачить по твердой воде. Но под занавес закрытия сезона у нас получилось просто по красоте. Хотел бы, конечно, порыбачить на Печоре, но опасно там течение. Если провалиться, то все. Тут хоть какой-то шанс есть. Тоже вот, если верхний слой держать не будет, я здесь тоже рисковать не буду. Потому что ну его нафиг. В общем, как-то вот так. Таскаем черных полосатиков. Так, в общем, сходил до конца озера. В конце вообще не клюет. Даже окунь не клюет. Посередине поклевки были. Подошел к ребятам, говорят, у тебя слышно было, что ты выстрелила, флажка не. Вот она, сработочка. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Что-то не вымотало ни хрена. Ложная сработка. Хапнула, видать, и выплюнула. Ладно, поплавай еще. Хапает, это уже хорошо. Хапнула, видать, почувствовала крючок и сразу выплюнула. Сегодня крючки я насадил не через жабры, а решил попробовать под спинной плавник. Раз, два, три. И вот, как мы видим, бросила спинной. Видать, почувствовала крючок и бросила. Щука есть. Это уже хорошо. Вот такой вот улов. Это раскаленное озеро. Чуть-чуть, не сильно-то и меньше. Тут вон тоже хороший есть, да? Это Царское озеро, вон. Он нормальный же. По весовой категории в 5 раз больше, да, поймали? Да. Молодцы. Че, с ночевкой или домой? Ну, Идрашникова, да, блядь. Блин. Скотину сюда тоже на. Да, обязательно. Лыденка мэн. Да, так, что нам-то делать? нормально будет, в понедельник приедем. Что нам-то делать? На ту сторону поставить несколько жерлиц. Окунь что-то затих. Леша говорит, На ночь, да. распугал, говорит, всех своим буксировщикам. Так клевал хорошо. И... Не, говорят, вот когда вот так стоят, да, и это, надо прокатиться, щука шевельнется и бац-бац. Ну, щука-то может. Сейчас вот вечером может будет, она вот вечером на закате бывает и на рассвете, а потом днем что-то ни хрена. Да? Но. Ох, ладно. Попьем Чайковского и поставим сюда, наверное. Что уже? Пусть лучше в воде будут, чем да, в сумке, блин. Чем в ящике лежать. Ну, так и сделаем. День подходит к концу. Алексей с сыном, с Димой уехали домой. Я говорю, оставайтесь на ночь.
В избушке посидим, веселее будет. Не, скотина, ну да, у него полный двор скотины. Коровы, лошади, овцы, куры. Хозяйство не маленькое, в общем. Поехали они домой. Я поставил на ту сторону еще несколько жерлиц. В общем, что я включился. Когда я поднимал окушков, они были темного цвета. Вот такого где-то вот цвета. Вот этот окунь приказал долго жить. Умер. Смотрите. Несколько часов они проплавали в белом ведре и в светлой воде чистой. Смотрите, что с ними стало буквально за несколько часов. Они побелели. Они стали как речные окуни. Вон, светленькие стали. Вон такие вот светленькие. То есть, когда я их поймал, они были темненькие, а теперь они светленькие. Это в натуре хамелеоны, блин. Я-то думал, они годами живут и меняют цвет. Они буквально за несколько часов поменяли цвет из черных. Вон, для сравнения сейчас покажу. Вот такой был. Вот такой стал. Смотрите. Прикольно. Завтра посмотрим, какие они будут, белые или черные. И завтра мы посмотрим, что у нас попадет. Оставляем жерлицы до утра. Начало подмораживать, будет минус. В общем, все будет завтра. Ну а пока собираемся и выезжаем, потому что надо съездить еще на протоку за чистенькой водой. Я воды с собой не взял, потому что емкость у меня в избе. Это все надо успеть до темноты. Растопить печь. Ну, все как обычно. Поехали. Ну вот и приехали. С Божьей помощью. Фу. Так, ну чё, делаем освещение, топим печь, готовимся к ужину, к отбою. В общем, будем отдыхать. День прошел, не все, что запланировано, сделали. Ну, ничего страшного. Кое-что сделали. Все, пошли в избу. Так, ну наконец-то все готово. 20 минут 10-е время уже. Одно, другое, третье. Первый день так оно и есть. В общем, сегодня у нас на ужин. Вот такая вот вкусняшка. Это картошка по-деревенски. Ну и свиная поджарочка еще, гуляш по центру. Я уже это блюдо пробовал дома. Обалденно просто. Валентина мне приготовила вчера. Говорю, давай мне в избу тоже такой. Ну давай, говорит, сделаем. В общем, я только знаю, что
режется картошка вот такими вот, ну, не мелко, а крупные ломтики такие. Потом это все высушивается, чтобы не сырая картошка была, а сухая. Потом это она все обваливает какими-то приправами, потом на противень, потом в духовочку, и получается вот такая обалденная штука, ну просто супер, супер вкусно. Вот я целый контейнер взял, вот сегодня мы поужинаем, завтра позавтракаем еще и пообедать хватит. Так, ладно, это у нас, так, видно, да? Хорошо. Сегодня у нас святой источник. По маленькой мы сегодня пропустим это обязательно. Жалко, Леха с Димой не остались, но ничего страшного. Они сказали, что в понедельник еще подъедут, если лед будет, еще порыбачат им. Понравилось то, что, ну, кому не нравится, когда клюет. Мы сегодня полдня потратили, поймали немножко огушков. Я не знаю, почему на раскаленном перестало клевать. Но я туда, наверное, завтра не поеду. Посмотрим, что по температуре. Сейчас пока 3 градуса, 3,3. Это мало. Как бы с одной стороны хорошо, корка наста не растает. С другой стороны, чтобы конкретно все промерзло, это мало. Ладно, ну что, давайте приступаем трапезничать. Ваше здоровье. Сколько нас здесь не было? Так, сегодня у нас пятница. Блин, я потерялся уже. 12-го мы были. Почти, ну, что-то около 10 дней, наверное. А как будто вчера уехал. Время пролетело. Ну, много чего успел сделать. Сделал все домашние дела. Кое-что прикупил. Вернее, заказал. Ну, пока это пусть будет, ну, не то чтобы тайная. В общем, когда я получу, когда все нормально будет, вот тогда и посмотрим. Вещь нужная, вещь важная. О, супруга. Так, берем рекламную паузу, сейчас переговорю. Так, поговорил с супругой. Все-таки хорошо, когда есть сотовая связь. Можно вот вечерком так вот, именно вот в одной точке. Вот поставлю я телефон сюда, уже связи не будет, сюда не будет. Вот возле термоса, термос, как видать, антенна работает. Можно вот только не трогать, и можно переговорить. Переговорили, все нормально. Зачитываю комментарий Али Хусейнова. Приветствую. Хороший тост я вам как-то написал. Не пользуйтесь. Не вовремя выпитая вторая, заведомо загубленная первая. Так что, друг, будем пользоваться именно этим тостом. Наливаем вторую, чтобы не загубить первую. Как-то вот так. Вторая стопка. Прошло совсем немного времени, так что первую мы, считай, что не загубили. За твое здоровье.
Красота. Вы не представляете, как это вкусно. Так, ну что, поехали. В первую очередь хочу поблагодарить Алексея Морозова за поддержку, за материальную поддержку. Поступил комментарий. На 4-ю часть, наверное, был комментарий. Ну, вчера я прочитал. Сегодня вышла уже 5-я часть с той поездки еще. Огромное тебе спасибо, Алексей. И Александру Мишарину также огромная благодарность за поддержку материальную. И огромный привет. Вон, зачитаю сейчас его комментарий. 11 апреля был этот комментарий. Геннадий, привет. И Александру. Смотрю ваши видео. Вообще в избе и пищу. Какие вы настоящие мужики. Уважуха. Как-то отправил столько-то, столько-то. Это я, Александр Михайлович Мишарин. Александр Якут, в кавычках. Слава богу, дошло по назначению. Уважаю вас, Геннадий, как простого, классного мужика и человека. Взаимно, друг. Ответил на твой комментарий. Так. И еще один комментарий прочту от моего друга Сереги Башко. Получается так, число не знаю, но это тоже к тому ролику, к первой части, когда мы отвозили доски, привезли сюда, то есть доски из деревни. Привет, рад как никогда твоим роликам. Это для меня как отдушина. Благодарю за переданный привет, благодарю за добрые слова. Есть, Гена, для встречи слова. И я уверен, что прозвучат они за этим столом. Я рад, что несмотря на все преграды, мы все же смогли встретиться в такой теплой и дружной обстановке. А еще больше радует меня, что произошло это не в день рождения, свадьбу или Новый год. Ведь если бы так, то у этой встречи был виновник или повод. А без этого все получается. А без этого всего получается, что каждый из нас искренне хотел быть здесь со всеми в этот день. Так давайте же выпьем за нас и за нашу желанную встречу. За мир, за дружбу, за друзей, за поддержку. Я просто вот, несмотря на 1000 километров, я просто вот, читая комментарии, чувствую вашу поддержку, и я рад этому. Пусть у меня не столько много подписчиков там на канале, но те, которые есть, это они без всякого лицемерия, они пишут. Я вижу, что они действительно говорят правду, и мне очень приятно. Я понимаю, что это тем, что я занимаюсь, вот то, что вот снимаю свою жизнь, свои похождения, свои рыбалки, монтирую. Кстати, вот монтаж роликов занимает по времени почти столько же времени, сколько сама съемка. Вот, допустим, вот сейчас вот вышло у меня 7 или 8 частей с той поездки. Вы уже посмотрели их, если смотрите сейчас эту часть. Я это монтировал где-то, наверное, дней 5 или 6 даже. Ну, с перерывом, конечно, на свои дела. Не просто так это все, это долго, это трудно. И бывает, и засыпаю я за компьютером и все такое. Ну, читая ваши комментарии, я понимаю, что это все не зря. Кто-то пишет, да, вот, да, ты хорош там балаболить, да вы там опять бухаловка там туда-сюда. Есть такие, есть откровенные дерьмовые такие комментарии, которые есть. Я просто уже не читаю, не то, что не читаю, да, прочитаю, но ничего не отвечаю, просто удаляю, блокирую пользователя. Намного проще. Раньше все это терпел, отвечал, как-то пытался объяснить. Бесполезно. Теперь зато у меня такая пачка заблокированных писунов, скажем так, и намного меньше стало. Намного канал стал чище, и я рад этому как бы. На канале остаются только друзья. И огромное за это вам, друзья, спасибо. Будем
Выпьем за дружбу, за понимание и за друзей. Завтра у нас день выезда. Долго здесь пока жить не будем. Хотя вот я все расстелил. Самое нудное это вот всю эту постель расстелить, потом завтра собрать. Вот люблю жить в избе 3, 4, 5 дней. Но никак не одну ночь. А тем более никак не вот сегодня приехал и сегодня же уехал. Это вообще ни о чем получается. Ничего страшного, берем. Все приготовлено. Осталось совсем немножко. Скоро начнется жизнь в палатке, жизнь в шалаше, можно так сказать, охота на уток. Продольники скоро пойдут, весенние. И мы увидим рыбу, действительно увидим. И кто говорил, то что нет на Печоре рыбы, да у вас там нет рыбы, а вот посмотрите там у Костяна, да, что у Костяна смотреть? Енисей, да, рыбная река. Но Печора тоже рыбная река, просто зимой рыба немножко выеживается и не всегда ловится, ну ничего страшного. Без рыбы, я повторюсь, мы никогда не сидели. Есть рыба соленая, есть рыба замороженная, но по большому счету мы всегда питаемся свежей или свежепросольной рыбой. Свежую на зажарку, свежепросольную на столе. И изредка я так бывает, вот достану с морозильника кусочек весеннего язя. У него свой такой привкус тоже. Мне нравится. Не каждому, конечно, но мне нравится. Так, ну что, долго задерживаться не будем. Выпьем на пасашок. И на пасашок давайте прочту еще один комментарий. Стас Фурсов. Очень рад, что зачитал мой комментарий. Прошу огромную просьбу. Передай привет от себя и от меня. Привет Александру Каверзину. Он тоже тебя смотрит. Сам он тоже с Коми деревни, Березовка. Александр Каверзин. Огромный тебе привет от Стаса Фурсова и от Коми рыбака Геннадия. Деревня Березовка. Я что-то не написали район. Ну, какая разница? Земляк. Привет, дружище. И последний комментарий. Спал какой-то 3 семерки. В общем, комментарий длинный. Тут он мне подсказывает, как вывести деньги с Юмани. Дает совет, как это все делать, не буду все зачитывать. Вот. Зачитаю только последнее предложение. Вот единственное ограничение так на снятие. Если совет поможет, передайте, пожалуйста, привет Наталье и Михаилу. Наталья и Михаил, огромный вам привет. Так, все. На сегодня пока хватит с приветами. На пасашок. И будем готовиться ко сну. Время уже, пока мы сидели, пока мы болтали, уже без 3 минут 10. Нормально. Если мы где-то даже 10:30 ляжем спать, где-то часиков 5 надо уже вставать, я так думаю. 6 часов вполне. Сегодня, допустим, проснулся, вчера лег где-то в 11, сегодня проснулся, 4 еще не было. Солнышко светит. И все, я уже начал собираться. Будильника ничего не ставил, планы были на поездку. Все дела сделал. Нормально. День прошел не зря. Скоро будет... У меня просто уже предвкушение всего этого. Круто, скоро будет классно. Весновка. Самое любимое мое время года. Охота на уток, рыбалка. Пробуждается природа. Не передать словами. Сегодня увидел первых 3 лебедей. Вот вы тоже, надеюсь, это увидите в кадре. У меня уже вот так вот все вот проснулось. Ну все. Слышал еще крики журавлей.
кричали журавли, где-то, видать, сели на болото, хотя болото все еще под снегом, бедолаги уже начали, природа, время поджимает, а болота еще не оттаяли, реки не оттаяли, озера не оттаяли, а уже утка поджимает. Вот это самое классное. Просто у меня такое предвкушение, что в этом сезоне охота на уток будет просто суперской. Патроны у меня есть, патроны я прикупил, путевку я уже взял, так что будет охота, будет весновка, все будет. Все, друзья, на сегодня хватит. Давайте, друзья, на пасашок и будем прощаться. До завтра, друзья. Завтра проснемся, скажем. Всем доброго утра, 23 апреля. Все, что не делается, все к лучшему. Выпьем за лучшее. Пусть будет всем хорошо. И доброй ночи. И до завтра. И всем пока. До завтра.